Николаю Акимовичу Дьяконову в этом году исполняется 80 лет. Сам о себе он говорит, что жизнь прожил как надо. Впрочем, жизненный путь еще не пройден до конца. Задача минимум – дожить до 124. Предпосылки для этого есть. Заботливые дети и внуки и хорошая наследственность. 25 года. Сейчас сколько лет будет это? 1925 года. 80? Да, ты молодой еще. Конечно. Ну, если вы собираетесь жить 124, то, конечно, молодой. То жить-то собираюсь, так это долго. У меня родители, бабушка, дедушка, они долго жили? По 100 лет жили, так что же сделать. Так что долгожители мы. Николай Акимович родился в Якутии в Чурапчинском районе. Оставшись сиротой в 4 года, Николай I, ведь есть еще Николай II, младший брат, воспитывался дедушкой и бабушкой. Окончил школу, поступил в педагогическое училище, мог бы стать преподавателем. Но судьба распорядилась иначе. После 2-го курса, шел 43-й год, призвался и отправился на восток, в Забайкальский военный округ, в 19-ю армию. Непосредственно в боевых действиях Николай Акимович не участвовал. Приходилось охранять восточную границу Родины, иногда брать пленных. Весть о долгожданной победе разнес по всему Советскому Союзу могучий голос Левитана. Николай Акимович в это время находился в Монголии и об окончании войны, как и многие, узнал по радио. Еще 4 года он служил в рядах советской армии во Владивостоке, Южно-Сахалинске. А после демобилизации в 1949 году вернулся в родные края. Учителем так и не стал. Вместо этого окончил Хабаровскую школу милиции и работал в органах, в том числе на Колыме, потом в Усть-Майском районе, в уголовном розыске поселка Чульман. А с энергетикой Николая Акимовича связали 18 лет работы на Чульманской ГРЭС. До самой пенсии он был начальником военизированной охраны станции. Звание старшего лейтенанта, медали за победу над Японией, командирские часы. Но ведь не только об этом мечтали когда-то мальчишки 19-й армии, охранявшие границы великого и могучего Советского Союза. Вот, в армии вот сидит какой-нибудь солдат, мечтаем после войны, что будем, на ком жениться будем, на кого-то, внуков что заставлять будем работать, все такое. Невесту себе где нашли? Невеста приехала с Саратова. Угу. В Чурапче женился. Она приехала по распределению работать, приехала, да? Да. Угу. В Чурапче вот прожили хорошо. Здесь похоронила я ее. Все сбылось. Невеста, приехавшая из Саратова по распределению, свадьба в родной Чурапче, 2 детей, 3 богатыря-внука, радующих своего дедушку. Пусть богатыри эти растут сильными и смелыми, лишь бы им не пришлось доказывать свою удаль в настоящих боях и сражениях. Когда началась война, Галине Михайловне Богдановой не было 14 лет. Судьба не баловала ее и прежде. Родом из Киевской области она переехала в 1933 году в Москву и там потеряла единственного близкого человека – отца. После его смерти девочку Галю мачеха отдала в столичный детский дом. Начало войны стало настоящим потрясением для 8 воспитанников, выпущенных из его стен почему-то раньше срока, еще в январе 1941 года. Это в Ремесел с Щелковым были. Это было воскресенье. Мы собрались в воскресенье, мы поедем к девчонкам. Там фабрика Свердлова есть, там тоже Щелковский район. И вдруг ночью нас что-то светло стало в общежитии. Нас разбудило дежурный. Да мы еще половины встали. Что случилось? Она: скорее одевайтесь, девчонки, одевайтесь, война началась, и в училище. Не одну неделю пришлось убирать и приводить в порядок новый дом, неприглядные бараки с 3-ярусными кроватями. Ребятам, напомню, многим из них на тот момент не исполнилось и 14, приходилось работать по 12 часов в сутки. Это была норма, которую запросто могли увеличить и до 16 часов в случае обнаружения брака хотя бы в одном ящике с взрывателями из всей 1000-й партии. С 8 утра до 8 вечера, с одним 20-минутным перерывом, но без обеда. Кормили ведь только завтраком и ужином, и так 4 года, до самой победы.
Ну, пошли на работу. На работу все. Думаю, когда же мы это хлеба-то наедимся? Ну, что это 800 грамм маленькое все. Пошли на работу с Нинкой Фигуриной. Вот мы сейчас с ней переписываемся, но редко пишем. Идем, и все ходили мимо хлебозавода. Счастливые, у кого была это проходная около хлебозавода. Все просили сюда, идешь, пахнет так вкусно. Стали подходить, что-то народ обратно, наши девчонки, мальчишки обратно. Все, что такое-то? Война кончилась. Мы так обрадовались. Как все заплакали, что война кончилась. Свои мысли не говорю. Я говорю, хлеба сейчас, сейчас в коммерческой пойдем, сейчас в коммерческой. Пришли, в общежитие пришли, все ревем, не могу. Куда? Сразу думаю, куда мы после, вот война кончилась, что мы здесь будем в Лысьве делать? Куда мы детдомовской пойдем? Бывшие детдомовцы за эти трудные и голодные 4 года заметно повзрослели. Но девчонки, пережив военное время, остались девчонками. Галина Михайловна, награжденная в 1946 году почетной медалью, очень хотела поменяться со своей подругой, которую поощрили отрезом материи. Начинать мирную жизнь хотелось красиво, в новом вязевом или ситцевом платье. Потом было возвращение в Москву к тете, работа на фабрике и переезд в незнакомую Южную Якутию в 1953 году. Здесь Галина Михайловна вышла замуж, здесь родились ее дети, а потом и внуки, 2 девочки и 2 мальчика. А с энергетикой Галину Михайловну связывает без малого 20 лет. Вместе со своим мужем она строила Чульманскую ГРЭС. Кстати, пуск первого энергоблока пришелся как раз на их смену. Опять-таки вместе они 4 месяца учились в котельном цехе. Потом их перевели на топливоподачу. На Чульманской станции Галина Михайловна проработала до самого ухода на пенсию в 80-м году. Впрочем, энергетики не забывают свою сотрудницу и сегодня. Помогают, чем могут. Сделали в ее квартире хороший ремонт. Даже приглашают в поездку по России, странам СНГ, в Балтику. Галина Михайловна говорит, что встретиться со старыми друзьями, поездить по памятным местам, конечно, интересно, но все-таки страшно. Не подведут ли возраст, здоровье? И тут же спохватывается. Как же хозяйство бросишь? Дом и теплицы. Дорогие участники, ветераны Великой Отечественной войны, поздравляю вас с 60-летием День Победы, с великим нашим праздником. Желаю вам здоровья, терпения, силы и долголетия. О смерти Василий Петрович Пилипюк знает не понаслышке. Он, можно сказать, видел ее в лицо. Когда умирали товарищи или солдаты, с которыми он не был никогда знаком. Когда мины и снаряды взрывались где-то за секунду, метр до или после него, оставляя шанс жить дальше. На войне к смерти привыкали. И об этом сегодня страшно говорить. Ну, то холодно стоять, снегу, пояс. Вот. Ну, один смотрит, а я спускаюсь во враг. Спустился во враг. Что-то иду, поскользнулся. А потом зацепился, упал. Что поглядел, ну, какой корян. Когда я утром смотрю, я по трупу, по солдату выходил. Он замерз, как руку так поднял, и ну, замерз. Я посмотрел, дед твою мать. Завтра со мной это самое будет. Василий Петрович живет в районе, относящемуся к избирательному участку депутату городского собрания, генерального директора открытого акционерного общества «Нирингриэнергоремонт» Михаила Деревяшкина. Здесь проживают в общей сложности 15 ветеранов. Это и фронтовики, и труженики тыла, и вдовы погибших. В течение года Михаил Павлович принимает своих избирателей, выслушивает их, помогает решать им текущие проблемы. А к 9 мая обязательно приходит в гости сам. Не как депутат или директор предприятия, но как человек, у которого в этой страшной войне погиб дед. Когда Василия Петровича попросили рассказать в военкомате, где и как тот служил, он ответил, что никогда не служил. Он воевал. Причем все время на передовой. С фронта в госпиталь, из госпиталя опять на фронт. Биография его военных лет – это его тело, как решето. Нет живого места. 4 ранения и все тяжелые. В общей сложности полгода в госпиталях. И самое горькое – последнее ранение, полученное буквально накануне долгожданной победы. Осколок снаряда вошел прямо в позвоночник. А 8 мая 45-го врачи ампутировали ногу. Здоров'я. Нема чим хвалитися. Що ж поранений?
Я ж такого посмотреть на меня, ноги нема, рука ранена, позвоночник ранений, голова ранена, тут пробито. Василий Петрович родился в Хмельницкой области в 22 году. Работал в Запорожье на водном транспорте. Ушел добровольцем в 41-м. Воевал в основном на Втором Украинском фронте. Сначала в стрелковом полку, рядовым, потом в стрелковой дивизии минометчиком. Потом были Брянский и Калининский фронт. Василий Петрович командовал взводом. Что интересно, он прекрасно помнит не только сами события, но и точные даты, номера полков и дивизий, имена и фамилии. Как будто это было вчера, а не 60 лет назад. Видимо, все эти годы война вспоминалась, а может даже и снилась. А значит, главное, неизлечимые раны не на теле, а в душе. Сперва было конины много, кушали. Потом конину закопали. Як не стало, ну такой сухарик дают на день. Вот. Такой сухарик. А на батальйонну кухню 2 кілограми муки і така болтушка. Без солі, без нічого, то съели и все. И стала шумиха, что давайте наступать, что-то будет. Кого-то убьет, а кому-то останется. По-разному рассуждали. 2 ордена Красной Звезды, медаль за победу над Германией – это достойные награды достойного русского солдата. Но главная награда – сложившаяся жизнь и судьба в другое, мирное время. Молодой человек, покалеченный войной, в 49 году там же, на Украине, женился. Работал в финансовом отделе, потом на военном заводе оператором. Работал почти до 70 лет, причем никто его не торопил с уходом на заслуженный отдых. А еще свой дом, крепкое хозяйство, пасека. На родной украинской земле Василий Петрович прожил полвека. 4 года назад, совсем недавно, переехал в Нерингри к детям и внукам. Говорит, природа красивая, да и климат для его здоровья подходящий. Чтоб никогда не воевали. Чтоб никогда не... Ой, Боже, тяжело мне, тяжело. Не волнуйтесь, ну все хорошо.